Только на основе правильного рациона общество способно решать глобальные задачи. Недаром Гарант связывал прогресс с конструктивным питанием. Нам демократия надо, когда человек работает, получает хоть какую-то зарплату, чтобы и хлебушка купить, молочка, сметаны, творожку, иногда кусочек мяса, чтобы накормить ребенка и так далее. Ну, с мясом уже давайте летом много есть не будем. Вы слышали? Нам демократия надо. А я вам всегда шпрехен, что Гарант последовательный демократ. Так что давайте отменять санкции. Ничего себе представление о демократии. Хлебушек, молочко, сметанка. А как же свободы? Например, свобода выбора. Но вы же слышали, Гарант считает, что свобода выбора – это возможность выбрать между хлебушком и молочком. Вы хотите сказать, что он смотрит на демократию как на пищеварительный процесс? О-ля-ля. А вдруг запор? Или, не дай бог, понос? А что вы удивляетесь? У них там уже давно понос, словесный, в СМИ. Но хотя бы не запор. Запор у них тоже есть, на уровне вертикали и экономических реформ. Запор с поносом одновременно? Это что-то новенькое. Да, особенно в эти дни, когда весь мир отмечает Международный день здорового пищеварения. Поймите, Гаранту нужно не здоровое пищеварение, а суверенное пищеварение. И я не удивлюсь, если этот их запор пополам с поносом объявят новой государственной идеологией. Кошмар! Нужно немедленно что-то делать. Мы же тут, в Европе, утонем в результатах их суверенного пищеварения. Don't worry, Франсуа. Наши агенты справятся и с этим bullshit. Передаю сообщение. Центру эксперту. Необходимо всеми силами противостоять суверенному пищеварению и поставить в вертикали лечебную клизму. Повторяю, only клизма спасет белорусскую демократию. Эксперт-центру. Задание атрымана. Пачынаем аперацыю пад кодавай назвай «Какой гарант, такой і стуль». Ух ты! Арганізаваць нашай вертыкалі клізму? Гэта як? Не ведаю. Ведаю толькі, што трэба спяшацца, пакуль гэтую клізму не паставілі нам. Фу, а нам навошта? Я разумею, у іх там з рэформамі поўны запор. А мы тут пры чым? А каб усе мы ўліліся ў стратэгію суверэннага стрававання. Так што хутчэй рыхтуй клізму для вертыкалі і ляці адчыняць карчму, крылаты дыетолог. Лячу. Вітаю, шаноўнае спадарства, і запрашаю ўсіх у нашу карчму Крумкача, дзе я, яе дырэктар Крумкач Мінскі, прапаноўваю вам выключна стабільную ежу. У нас самы багаты выбар чарак і шкварак, якія можна замовіць у нашага дыетолага Дашы Зялінскай. З чаго пачнем? Для пачатку паспрабуем высветліць галоўную праблему вертыкалі. У іх там увогуле што? Запор ці бягунка? Это вы тут распускаете слухи, что у нашей выдающейся экономической модели жесточайший запор? Это вы тут клевещете на наш государственный стул? Прычым тут мы? Наконт гэтага, як вы кажаце, государственного стула, вам лепш узяць адпаведную даведку у спецыялістаў дадзенай вобласці. И кто же у нас там специалист по стулу? Ну як хто? Лідія Михайловна Ярмошина. Мяркуючы па ўсім, яна ўсё ведае пра тое, што вы называеце государственным стулам. И не только про государственный стул, а увогуле про всю меблю. А при чем тут вся остальная мебель? Ну як жа, у дыялогу о павышэнні празрыстасці беларускіх выбараў на першы план выйшла мэбля. І Лідія Михайловна паабяцала, што адзін бок стола, на якім падлічвае галасы участковая камісія, будзе адкрыты для агляду назіральнікаў. Журналісты смяюцца, што вяршыня дэмакратыі паводле Ярмошынай гэта паставіць назіральнікаў не ў 3 метрах, а ў 2,5. Ну, Ярмошина дае. Вось гэта барацьба за кожны сантыметр, як у акопах пад Сталінградам. І не кажы. Магчыма, гэтая барацьба нашага цэнтрвыбаркаму будзе адлюстраваная ў мастацкім палатне, якое зойме сваё ганаровае месца ў экспазіцыі музею вялікага змагання за элегантныя выбары. Мы продолжаем нашу экскурсию по музею, посвященному подвигу работников ЦИК, которые не пустили наблюдателей к столам. Перед нами картина, на которой Лидия Ермошина и ее заместитель Николай Лозовик держат оборону столов, на которых считаются голоса.
Обратите внимание, как напряжены их лица, ведь наблюдатели все ближе и ближе. Лидия Михайловна, наблюдатели уже у 5 метрах. Давайте срочно считать бюллетени, а то ведь увидят, как мы химичим с подсчетом. Спокойно, Лозовик, пускай подойдут поближе. Уже 4 метра. Сейчас нас точно разоблачат. Без паники, подпускай, это нам будет засчитано в Европе. Так черт с ней, с Европой. Уже ж только 3 метра осталось. Теперь нам точно хана. Ну ты, Коля, как вчера родился. Ты что, забыл про предварительное голосование? Мы же уже убросили как надо. Так что подпускай, пусть хады считают. Ну вось, бачили? А вы уверены, что именно Ермошина даст нам справку про государственный стул? Ну а хто ж яшчэ? Толькі паспяшайцеся, а то раптам яна там напіша пра дзяржаўныя запоры і бягункі. Вам яно трэба? А что такое бегунки? Панос! А, понос? Понос нам не надо. Пошли быстрей, а то и правда напишет там черт знает что. Даша, а як ты думаешь, дасть ім Ярмошина тую даведку, ці не? Вядома, дасць. І не толькі ім, нам таксама. О, ну ім я яшчэ разумею, а нам? А мы скажем, что мы тайные агенты союзной российско-белорусской державы. І што? Ну як что? Яна ж служит союзной державе верой и правдой. 17 мая в Минске российский посол Александр Суриков вручил Лидии Михайловне Ермошиной почетный знак за заслуги в организации выборов. В ответ председатель ЦИК Белоруссии сказала: Служу союзному государству. Нічога сабе, старшыня нацыянальнага цэнтра выбаркаму працуе над замежную дзяржаву? Як гэта магчыма? Ну, зразумела як. По просьбах працоўных. Наша ўлада як балота, там не знойдзеш патрыёта. Усе дзяржаўныя чынушы іншаземцам спраўна служаць. Мы вовсю скрепляем узы виртуального союза. Наш союз всех нас волнует, хоть его не существует. Ну что, час телефоновать Ярмошиной? Алло, Лидия Михайловна, мы от союзного государства. Нам надо срочно оценить ваш неоценимый вклад в суверенное пищеварение. Хорошо. Как насчет корчмы у Крумкача? Как вы меня узнаете? А я буду напевать что-нибудь из репертуара белорусского представителя на Евровидении. Ну, чудесно! Ждем! Ну что, рыхтуйся, зараз прыйдзе. Даша, як бы нас спецслужбы не застукали. Ай, спокойно, яны зараз змагаюцца з коктейлями. С коктейлями? Хе-хе, добра, что не с соками або йогуртами. Дарма смяешься. Тут справа вельми сур'ёзная. Ось сам послухай. Дед, дед, может, хватит уже сидеть? Давай бармена брать. А что ты ей предъявишь? А вот смотри, официант, Слухаю. пожалуйста, 2 коктейля Молотова. Ну вы даете. Вы что, не ведаете, что коктейли Молотова в Украине забороненные? Ось зараз потелефоную, куды трэба. Нет, барышня, мой коллега пошутил. Ну что, облажался? Эх, молодость, молодость. Нужно в корень смотреть. Ты про что, дед? В какой корень? Тебе коктейль Молотова любой участковый притащит. А вот если мы самого Молотова поймаем, в честь которого коктейль назван, тогда другое дело. Вот тогда нам реально карьера светит. Клянусь пенсне Лаврентия Павловича. И где ж мы того Молотова найдем? Подключим стукачей, то есть общественность. Давай, запускай социальную рекламу. А вот и мадам Почвара. Женщина одинокая, в связи с чем зорко глядит по сторонам. Сейчас в рамках кампании по борьбе с коктейлями Молотова она ищет самого Молотова. Дорогие компетентные органы. Молотов – это мой сосед. Молотов ваш сосед? Вы уверены, мадам Почвара? На все 100. Это ж Молотов с Риббентропом пакт заключил. Молотов и мой сосед недавно во дворе с приятелями тоже заключил.
И что он заключил? Пакт? Он заключил, что я дура. А я не дура. Я начеку. Правильно, мадам Почвара. Мы все должны быть начеку. Во-во! И про приятелей тоже не забудьте, а то ж сбегут. От нас не сбегут. Акционерное общество КГБ. Ну, во, бач, им зараз не до нас. Яны Молотова ловят. Так что готовность номер 1. У любы момент может з'явиться Ярмошина. Ну, яна з'явится, а нам что спевать? Я не ведаю ни в одной песни такого Ивана. А тут спевать и не трэба. Дастаткова выть. Выть? Так, выть. Менавіта енкамі запомніўся выступ беларускага спевака. Напрыклад, у папулярным шоу Стывена Колберта на амерыканскім канале CBS высмеялі Еўрабачанне і нумар беларускага выканаўцы Івана з ваўкамі. Вядучы выў разам з беларускім спеваком. Ядрычаскі компот. Наш спявак усё ж таки трапіў на амерыканскае тэлебачанне. А як ты думаешь, чаму тыя енкі з ваўкамі не спадабаліся журы і аўдыторыі? Ну, пра гэта лепш ведаюць трубадуры. Гурт паэтаў, які абаснаваўся ў нашай карчме дзеля паэтычнага маніторынгу апошніх навінаў. Вгоняли в уши мы иголки и голышом вовсю сновали. Но нарисованные волки так никого и не порвали. Чудны порой фортуны твисты, а нам все та же соль на раны. В Европе, может, и фашисты, но, безусловно, не бараны. У-у-у! У-у-у! Вот видите, я пою только патриотические песни. Визиты мадам Пачвары ў нашу карчму заўжды выклікаюць аптымізм. Ну, калі вы яшчэ атрымаеце магчымасць пабачыць біяробота, пробную мадэль ідэальнага беларуса за стабілы. Ой, ну ладно вам, не такая я уже и идеальная. Вы знаете, мне тоже иногда хочется кушать. А вы что, думаете, что белорусы могут не есть? Ну, конечно, и скоро это замечательное время придет. Иначе зачем Гарант на Боинге полетел в Рим? И на во что он полетел? Ха, милочка, так для изучения опыта. Хотел узнать у этого папы Франциска, вот как это вот святые питались Святым Духом. И что, доведался? Ха, а вы как думаете? Ну, на гэты конт ёсць шмат думак. Дастаткова зазірнуць у наш жесточайший Wi-Fi. Зачастил что-то наш всенародно избранный к папе. Наверное, плохо учил историю. Индульгенции ведь уже не продают. Папа 25 минут говорил с Гарантом. Вот терпение у человека. Целых 25 минут. Ну, хоть пару тракторов или басов он смог папе вдуть? Как бы наш Гарант не стал там католическим атеистом. Вот как бы в этом вашем хваленом Wi-Fi не клеветали, давно пора принять директиву про запрет мяса и переходе на Святой Дух. И этот Святой Дух выдавать по талонам только тем, кто лучше у всех жесточайше воет. Вот так. Это вы? Я? Кто же еще? А вы тоже воете, потому что вам талоны на Святой Дух нужны? Нет, я тренируюсь, потому что мне скоро придется выть на государственном уровне. На государственном? А, так вы на Евровидение собираетесь, а? Нет, просто у нас на носу парламентские выборы. И демократы же это, как обычно, подымут такой вой насчет фальсификаций, что хоть уши закладывай. Надо ж как-то этот вой заглушать. Вот придется повыть и мне. Только нужен переводчик. Я ж буду выть для наблюдателей из Брюсселя. А, ну дык калі для назіральнікаў з Брюсселю, то я дапамагу вам павыць пераклад. Heaven, Я вою. I'm in heaven, Я вою пра выбары. and my heart beats so that I can hardly speak. Я вою волком, потому что... And I seem to find the happiness I seek Я волком бы выгрызла бюрократизм. when we're out together, dancing cheek to cheek. Ну зачем считать голоса? Мы же не бюрократы. Heaven, Я вою. I'm in heaven, Я элегантно вою. and the cares that hung around me through the week
потому что уже знаю результат. seem to vanish like a gambler's lucky streak. По всем моим предварительным подсчетам, When we're out together, dancing cheek to cheek, оппозиция же ж опять проиграет. cheek to cheek, И чихать мне на вой оппозиции. cheek to cheek. Слышите? Чих-чих! У-у-у! Элегантно провыла Лидия Ярмошина с допомогой Дорис Дэй. Лидия Михайловна, скажите, пожалуйста, а что вот вы думаете насчет директивы про питание Святым Духом? Вы знаете, у меня есть отличнейшая идея. Пойдемте, я вам сейчас все объясню. Даша, что гэта адбываецца? Пачвара сцягнула нашу Ліду, і мы так і не атрымалі даведку пра тое, запор у іх там ці бягунка. Я бачу. Всем оставаться на местах, мля. А что здарылася, мля? Приготовиться к проверке стула. Что? Все должны срочно предъявить стул. У кого стул плохой, тот пройдет на клизму. Так что готовьтесь. Даша, што рабіць? А раптам у мяне стул неканструктыўны. Што рабіць? Як заўжды, тэрмінова звязацца з цэнтрам. I have bad news. Агентура под угрозой ареста. У них могут обнаружить плохой стул. Но ведь мы выяснили, что плохой стул у вертикали. Это как сказать? Ведь очевидно, что они там считают запор в экономике и понос в идеологии нормой. Шайзе, пора сделать решительное заявление. Да, и наконец-то решительно дискредитировать это суверенное пищеварение. Не обольщайтесь, Франсуа. Это будет не так-то легко. Вы что, не смотрите БТ? Так его ж никто не смотрит. И зря. Врага надо знать в лицо, то есть в телевизор. Гарант неоднократно сетовал на чрезмерную разборчивость белорусов. В свое время он решительно заявил: Мне показали высказывания заслуженных пенсионеров, которые не нашли в магазинах свиную шею. Как будто у свиньи других органов нет. В общем, ешьте, что дают. Слышали? Свиная шея – это их уязвимое место. Вы думаете, если наши агенты потребуют свиных шей, госпропаганда изойдется в истерике? А вы сомневаетесь? Уверен, это будет жесточайший понос. Понос – это хорошо. Передаю сообщение. Центр эксперту. Дык што атрымліваецца? Калі ўсе пачнуць патрабаваць свіных шый, то ў вертыкалі пачнецца прапагандысцкая бегунка? Клас! У цэнтры лічаць менавіта так. І думаю, яны маюць рацыю. Чаму? Ну, таму што ва ўсіх сферах дзяржаўнай дзейнасці, акрамя прапаганды, у нашай вертыкалі поўны запор. А што з простымі людзьмі? А з простымі людзьмі ўсё значна складаней. Вось паслухай прэс-сакратарку аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганну Красуліну. Идет вот уничтожение белорусского народа. Я это наблюдаю. Родить второго ребенка не может позволить почти никто себе. Да? А этого одного несчастного, как его воспитывают? Его прокормить бы, да, и одеть. На какие-то его серьезное развитие интеллектуальное и творческое уже очень тяжело выделить деньги. Тяжело. Это ненормально. Это ненормально. А когда нет рабочих мест в стране? А их не будет. При таком развитии нашего организма государства их не будет. Потому что для того, чтобы к тебе пришел инвестор с технологиями и с капиталом, а без технологий капитала никакое современное производство вы не построите. Вот для того, чтобы этот инвестор пришел, ты ему что должен гарантировать в первую очередь? Ты ему должен гарантировать стабильные, настоящие, прозрачные правила игры. Он должен понимать, с чем он входит, при каких условиях и как, и что он получит на выходе. Постоянно меняющиеся правила игры приводят к тому, что никто с вами играть в игру не будет. Вы же меняете по ходу, а иногда еще и задним числом. Ни один уважающий себя и добросовестный инвестор, он не принесет сюда свои деньги, технологии. Принесет кто? Принесет тот, кто хочет половить в мутной воде. Только мошенники, которые пытаются переиграть в чем-то на очень краткосрочных перспективах. По-серьезному никто сюда вкладываться не будет. К сожалению, я не вижу... Знаете, чего не вижу? Не вижу даже уже воли политической продолжать жить. То есть я вижу какое-то такое, знаете, угасание. Даже ведь наш этот кормчий, мы же видим, что происходит. Он потерял интерес к жизни. Вот сейчас поедет
папу римского видел, может быть, что-то расскажет, может быть, увидит что-то в мире, не знаю, что, может быть, к чему-то ему подвигнет. Но я, к сожалению, сомневаюсь я. Чуў? Ось такія справы. Пайшлі працаваць. Пачакай, зараз же з'явіцца амап за стулам. Спакойна. З гэтым мы разбярэмся. Ты разбярэшся з амапам? Ху, ты крутая! Разбирацца за мапам буду не я, а Сергей Михалков. Зараз прадэманструю. Стоять, мля! Стул приготовили? Які стул? Вы што, дядю Стёпу не чыталі? При чем тут дядя Степа, мля? А пры тым, што ў гэтым творы пералічаныя ўсе стандарты паводзінаў супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў. Пра гэта ж вам сказаў сам ваш міністр. Министр внутренних дел Игорь Шуневич проинструктировал подчиненных словами. Помните дядю Степу? Конечно, это избитая тема, и персонаж избитый, давно известный. Но почему он был всегда так любим? Да потому что это был первый помощник человека во всем. Чулі? Дык вось, вы хоть дзе чыталі пра дядю Стёпу і клізму? Вроде нет, мля. Ну, і што ж вы ад нас патрабуеце? Точно. Пойдем выясним, мля. Бачыў, як трэба разбірацца за мапам. О, дык што, можа цяпер і хапуны з дубінкамі адменяць? Михалков же у дядя Стёпе пра гэта таксама не пісаў. Ну, наконт хапуноў ты дзюбу не разявай. Не напісаў Михалков, нашыя напішуць. Інакш на што ў нас саюз пісьменнікаў на чале з классікам Чархінцом? Кто не знает дядю Степу? Дядя Степа просто ас. Он не то что об свой чайник разобьет кирпич об глаз. Он гонял политсмутьянов, и гордится им страна. Ведь недаром наш Степанов сейчас в спецназе старшина. Смотрит на Степана мальчик, от смущения морщит нос. Дядя Степа, извините, Что такое? есть вопрос. Почему из всех профессий вы в спецназ служить пошли? Неужели вы работу посолиднее не нашли? Дядя Степа брови хмурит, левый глаз немного щурит, говорит: Ну что же, мля, на вопрос отвечу я. Я скажу вам по секрету, что в спецназе я служу, потому что бить людишек очень нужным нахожу. У меня ж один оклад 50 000 000. А еще ж плачуть и премиальные. Штосьці, Даша, я не разумею. З аднаго боку у іх там бягунка, з другога боку яны жадаюць ставіць клізмы. Дзе тут логіка? А вось зараз урубім БТ і убачым іхнюю логіку. В эфире Геббельс ТВ. Сегодня в рамках подготовки к Всебелорусскому народному собранию Гарант лично научит нас питаться Святым Духом. У меня безупречная методика похудания. Если будете ей следовать, то очень быстро сбросите как минимум 300 кило. Это точно? Как в аптеке. Мне ж доложили, что именно столько весит мозг человека. Нет, денег больше нет. Но ко мне внезапно пришло озарение, и я жесточайшее принял решение. Да, чтоб улучшить пищеварение, должно население сократить еды потребление. И вкалывать, и вкалывать, и вкалывать с утра до ночи. И укалывать, и укалывать, и укалывать. Но меньше есть. Жуть! Сколько люди жрут? Очень много жруть. Слишком много жруть. И с этим надо что-то делать. Жрать! Надо прекращать. Мне тут сообщили у верхней палате, люди на еду усе деньги тратят. Да! Надо срочно без промедления людей спасать. А то умрут от ожирения. Пусть трудятся, пусть трудятся, пусть трудятся за 3 миллиона. Пусть трудятся, пусть трудятся, пусть трудятся. Все мало им. Жуть! Люди много жрут. Очень много жруть. Слишком много жруть.
А между прочим, ученые уже нашли, как не думать о еде. Нужно все время думать о курсе правительства. Такой рвотный рефлекс в организме возникает, что никакая еда в рот не лезет. Жрать, жрать! Будем отужать! Я считаю, это просто преступно, когда еда настолько доступна. Да, да! Пусть начнется цен повышение! Тут им не Европа! Люди, я несу вам спасение! Работайте, работайте, работайте с утра до ночи! Работайте, работайте, работайте. И радуйтесь! Жуть, жуть! Люди много жрут! Очень много жрут! Слишком много жрут! Вы ж обещали, что кроме жарки будет и шкварка. Так что, про шкварку теперь можно забыться? Что касается моего обещания про шкварки, то беспокоиться нечего. Всем будут шкварки. ОМОНу уже отдан приказ. Всех, кто будет жрать, брать за шкварку и в тюрьму. У нас теперь суверенное пищеварение. Наши агенты провалили задание. Они так и не смогли определить, к чему ведет суверенное пищеварение. К запору или к поносу. На мой взгляд, это задание было невыполнимо. Там на этот вопрос вообще никто ответить не может. Шайзе! Вы правы, фрау Ангела. Зачем нам этот ответ, если в любом случае результат понятен? Сплошное шайзе! Все может быть еще хуже. Вы же слышали, они готовят Всебелорусское народное собрание. Так что суверенное пищеварение может показаться нам детской шалостью. Будущие делегаты Всебелорусского собрания испытывают чувство трепета и большую ответственность перед теми людьми, которые доверили им побывать на важнейшем мероприятии в стране. Недаром многие видят в этом собрании проявление самобытной белорусской демократии, основанной на жесточайших традициях нашей славянской истории. Жесточайшие традиции славянской истории? Он про что? Что-то я не помню, чтобы в истории славян людей сгоняли навече под угрозой разорвать контракт. А вот интересно, что еще они там вытворят со ссылкой на славянскую историю? Они что-нибудь придумают. Например, вернут крепостное право или перейдут под монголо-татарское иго. А что мы? А мы выразим сначала озадаченность, а потом озабоченность. Ну а потом? А потом дадим кредиты. Так что открывайте шампанское, Франсуа, за реал-политик. Oh no! Шампанское перед лицом угрозы возвращения крепостного права – это моветон. Давайте хотя бы сначала предупредим наших агентов. Центр эксперту, центр эксперту. Дык што, мяне могуць аддаць у прыгонныя? Жах! І хто ж будзе маім барынам? Баюся, каб даведацца пра гэта, нам трэба трапіць на ўсебеларускі народны сход. О, і што нам для гэтага рабіць? Ну, зразумела, што? Высоўвацца як дэлегаты на ўсебеларускі народны сход ад нашага працоўнага калектыву. Прапаную тваю кандыдатуру. Хто за? Аднагалосна. Віншую, ты дэлегат ад карчмы. Ой, Даша, я не магу. Чаму гэта не можаш? Я птушка вольная. Я не адчуваю чувства трепета и большой ответственности. Ось заўжды з табой так. Ладно, высунем твою кандыдатуру на сход у наступным выпуску. А пакуль што развітваемся. Крумкач з вами.